Родные и близкие узников, содержащихся в лагерях перевоспитания, опасаются за их здоровье в связи с эпидемией коронавируса, ставшего причиной гибели сотен людей по всему миру. Семьи уйгуров, содержащихся в лагерях, утверждают, что правительство не приняло меры предосторожности в данных учреждениях. Подлинно известно, что число инфицированных граждан в городе Урумчи превысило 200 человек. Однако нет никакой информации относительно инфицированных узников. В китайских лагерях в антисанитарных условиях содержится свыше 3 миллионов уйгуров, казахов и других тюрков. Руководитель Ассоциации просвещения и солидарности Хидаятулла Огусхан сделал следующее заявление. В небольших камерах содержится по 50 человек. Всякий здравомыслящий человек понимает опасность данного вируса для здоровья узников. В свою очередь, в Восточном Туркестане введен комендантский час. Жителям региона запретили выходить из домов и принимать гостей. Сразу после землетрясения в районе Севридже уйгурская диаспора направилась в Элязыг для поддержки местных жителей. Большое количество неправительственных организаций Восточного Туркестана направили в район катаклизма продовольственную помощь. Делегация уйгурской диаспоры встретилась с мэром города Шахином Шериф-Угулары и депутатом Зульфу Демирбагом. Представители уйгурских организаций выразили свои соболезнования семьям погибших, а также заявили, что готовы оказать моральную и материальную поддержку пострадавшим. Кроме того, с разрешения уполномоченных органов в центре Севридже был установлен флаг Восточного Туркестана. Правительства Японии и США эвакуировали своих граждан из Уханя, ставшего очагом эпидемии коронавируса. 206 японцев вернулись на родину чартерным рейсом. Сообщив о том, что эвакуации ожидает еще 650 граждан, японские власти заявили, что направят в зону риска еще один самолет. В свою очередь США эвакуировали 240 американцев. Официальные представители из Вашингтона сообщили, что все граждане, побывавшие в провинции Хубэй, пройдут обследование в лаборатории, расположенной на Аляске, после чего пройдут двухнедельный курс наблюдения в Калифорнии. Среди стран, планирующих эвакуацию своих граждан, находится и Турция. Наряду с British Airways и Lufthansa большинство авиакомпаний остановили регулярное сообщение с Китаем. Руководство компании Turkish Airlines заявило, что работает над данным вопросом. После того, как Пекин закрыл въезды и выезды провинции Хубэй, а также ввел карантин, многие мегаполисы, в том числе и Ухань, превратились в безлюдные города-призраки. 4 месяца назад Эрен Оджак, являющийся гражданином Турции, направился в китайский город Сяминь для изучения языка. После возвращения на родину студент сделал следующее заявление. Изначально оговаривалось, что зимние каникулы закончатся 16 марта, но после появления данного вируса нам сообщили, что ученики должны оставаться в своих домах и не возвращаться в школу. В провинции, в которой находится наша школа, было инфицировано 56 человек. Число случаев увеличивается с каждым днем. Я живу за городом и обычно по пути в школу трачу много времени из-за пробок. Однако сейчас там нет ни машин, ни людей. Большинство китайских медиков, задействованных в мерах по борьбе с вирусом, отказываются работать, опасаясь заражения, хотя большинство из них являются членами коммунистической партии, девизом которой является мнимая служба народу. На голосовании, прошедшем во время собрания Генеральной Ассамблеи Европарламента в Брюсселе, был одобрен документ, названный соглашением Брексита, которое положит конец членству Англии в Европейском Союзе. За принятие документа проголосовали 651 парламентариев, а 49 депутатов выступили против отделения Англии. Процесс выхода Англии из Евросоюза завершится после собрания Совета Безопасности. В полночь 31 января 73 английских представителя покинут свой пост в Европейском парламенте.